узнали, что это он только после опознания. Ночью 2 октября. Это опознание я сам проводил с первой жертвой. А так... Скальп тут никто не снимал. Это мы узнали первые же дни. Это надо тоже осветить. Это устанавливается легко, с судебно-медицинской экспертизой. Это было воздействие мелких грызунов, такие как крысы, мыши. Они начинают кушать с легких мест, доступных участков, там, где голова, окровавленная рана, оттуда начали съедать. Стоит отметить, что аналогичные тела, да, с отсутствием мягких тканей головы, лица или других частей тела мы находим, естественно, практике. После сон находили и до сон находили. Такие есть. Просто это, просто народ этого не знает. Ну что, точку поставить. И, не пишите же. И это не кислота, это тоже легко устанавливается. Это химические исследования проводили. Ну, уже видно там же, это же термическое воздействие. Таких следов нет. И по химсоставу тоже там ничего не имеется. В черепе сон были обнаружены, значит, травмы, которые были нанесены 3 ножами разными. Делался череп, таких выводов никто не делал. Это один и тот же нож. 3 ножей, я не встречал, чтобы 3 орудиями один человек, где убийство было сопряжено с изнасилованием. Разные бывают, конечно, но здесь экспертиза неправильно трактована. Одно орудие. Например, одно повреждение в силу, значит, ввиду разного приложения силы, да, оно немножко другой размер имеет. Но это не свидетельствует о том, что 2 разных оружия. Это четко прописано в заключении. Это неправильная трактовка. Это один и тот же нож. И про одежду, да, микрочастицы. Мы очень много одежды взяли в ходе обысковых мероприятий у Шепелева. Все тщательно проверили на перенос, например, микрочастиц одежды, потерпевшей на эту, на его одежду, да, опять же, на биологические следы под жира, эпителия, кожи, например, этой потерпевшей сон, на перенос. Мы ничего такого не обнаружили. Это можно объяснить с течением большого количества времени. Еще Больше вопрос. года прошло, все несколько раз постирано, тем более были приняты меры по сокрытию. И орудие убийства тоже не не было обнаружено. По показаниям Шепелева, он выбросил в районе Борисовка, при выезде из Вилюйского тракта, мусорный бак, который периодически у нас вывозится на свалку. И еще вот одним из эпизодов стало же изнасилование, да, сон. Но мы знаем, что подтверждением, доказательством, прямым доказательством изнасилования являются там остатки спермы или разрывы там и так далее, то есть свидетельствующие о насилии. А у сон какие доказательства именно изнасилования были обнаружены? Так, на ее теле спермы, говорите, не было. Характерные следы обнаружены насильственного действия сексуального характера. Вы, наверное, в прессу не пишите официально, там у нее разрывы. Две экспертизы мы проводили. Последняя экспертиза комиссионно проведена в отделе сложных экспертиз. И четко, ясно данная экспертиза по последовательности телесных повреждений нам конкретные и достоверные выводы дает. И эти выводы согласуются с показаниями Шепелева первоначальными. Сначала были кровоподтеки, ссадин, преодоление сопротивления, в общем, было, да, характерное следы. Нет, ладно, бил, это понятно, да. А потом, чиркал. Это после изнасилования. 33 раза. Что 33? Ножевые? No. Нет, ножевых там 3 в голову, 2 в спину, задняя поверхность грудной клетки. Это 30 кровоподтеков по делу. Так, ножевых 3 в голову и 2 на спине, 2 да? в спину, да. А какой из них смертельный? Голова. Совокупности 3 повреждения, от них последовала смерть. А почему у нее носки были найдены на теле? Только носки же были, да? На теле только носки. А они были рваные, то есть следы волочения. Это склоняемся к тому, что она пыталась убежать. Там, тоже писать стоит, не стоит, следует отметить, чтобы добровольно бытовая сначала, в естественной форме. Это естественная форма, в нашем языке это во влагалище, да. Тут раздетые были. Она была в носках вот этих капроновых.
Дальше уже начинается криминальная обстановка, в ходе которой в лесу босиком она пытается бежать, догоняя, вот были нанесены уже, ну, связано было, потом последовательность тут не будем. А вот скажите, пожалуйста, он привез на то же место, куда привез первую свою жертву? Это около километра, чуть больше километра. Разница, да? Разница, да. Ну, это практически, если на автомобиле ехать, это один район, это справа. 10-й километр и 12-й километр, да, Юлийского тракта справа. Но чуть-чуть не доходя, ну, чуть дальше 10-го, если в метраже, и чуть ближе этого. Ну, то есть он себе приглядел место. А как вот удалось скажите, первой жертве выжить? Если Она у него были такие... позицию заняла, она полностью подчинилась и умоляла, всячески умоляла отпустить. Я не поняла. Связь с кем? Ну, с первой жертвой. Нет, первая жертва она была уже. Она была, Когда она личность- обращалась. Это Да. вы- Мы это имели в виду, когда личность Шепелева была установлена, я же сказал, мы рискнули возбудить дело и показать, вдруг это он. просто... Ну не просто, не тыкнули, это колоссальная работа была проведена. Здесь же, посмотрите, абсолютно идентичные обстановки. А изнасилования доказательства происходят. ее изнасилования, это только ее показания. Ее показания Ну, других лиц, которым Там она же сообщила. нету там мет каких-то там. Она же не зарегистрировалась, не проходила. Нет, она медосвидетельствование не прошла, но очевидцы показывают, очевидцы ее, она, о котором рассказала, это соседки, это прибывшие сотрудники ППС, это сторож, работники городской свалки. Да ну, А вообще проводилась психиатрическая экспертиза, она вменяемая или невменяемая? Она? Да. Она на учете не состоит, в этом необходимости нет. У нас есть постановление Пленума Верховного суда по делам о применении принудительных мер медхарактера. Там прописаны конкретные обстоятельства, при которых мы должны назначать. А как они экспертизу. познакомились? Она предоставляла интим-услуги? Кто? Ну вот, Первая жертва. жертва? Нет, он Остановил подобрал машину. ее на улице Петровского. Так же, как и мы работали, конечно, по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Но в других случаев по сообщениям к нам никто не обратился. Мы работали. Там мы установили несколько этих женщин, которые давали показания о применении насилия, но физического насилия, без изнасилований. Описывали Ну и преступника? естественно описывали. И сам у нас фигурант это не отрицает на самом деле. И ну тут, конечно, они давали более подробные интимного плана показания, о которых мы не можем говорить и которые легли в основу приговора. А девушка, которая жила с этим Шепелевым, да, она вообще, ну, то есть он избивал ее там что-то, или как она, показания же, она фактически уголовное преступление совершила во время суда. Как он ее принуждал, не принуждал, как она вообще, она здоровая, нормальная? Их не отношения. Да, как-то так. Ну, конечно, она защищает своего сожителя. Ну, то есть с ней он так себя не вел, да? Нет, ну, абсолютно нормальные Кстати, отношения вот, были. вот гражданская супруга азиатка или славян? Она Сахалин. Проведение следственного эксперимента вот после задержания, да, на место преступления, когда вы выехали, вы сами остановили машину там, где вот поблизости, или же он сам сказал, вот здесь, ребята, остановитесь, тут нужно выйти, вот подойдем к тому дереву, или вы его прямо туда подвели и сказали показывать? Нет, Стас, это все зафиксировано на видео, видеозаписи. Он сам Все останавливал? самостоятельно он показывал. И первым показывал место он, а не первая жертва. И у них совпало. Я, например, лично не знал, где это было. Вот возвращаясь к сожительнице, она, получается, не знала, что ли, что он как бы совершил эти действия? Да, Нет, вот сдавала тоже. ложные Нет, показания? нет, не знал. Не знала. А почему она тогда, вот, ну, то есть, говорила неправду? А какую правду тогда она? Ей рассказали про интим-услуги. О чем, о чем? Ну, то есть, как бы, Почему она защищала почему она насильника? дала её? ложные показания, как бы, то есть, соврала? Ну, она не верит в виновность своего сожителя. Так Да, часто ну, бывает. а Тут все женщины. Тогда какая у нее была позиция в том плане, что она думала, что он делал? Потому что если она соврала, что в эту ночь она... Ну, она думает, как и вот здесь сидящие журналисты, что он жертва так называемого там... Произвола судебного. Ну, тут сегодня в связи с развитием интернета, видимо, модно так думать. На самом деле,
Ну, за счет резонанса, наверное. И, конечно, стоит отдать должное. Шепелев, конечно, очень эрудированный, сильный аналитик, конечно. И он очень умеет людьми манипулировать, в том числе с женщинами, в том числе вот сожительницы. Даже первая жена его защищает. Есть, Психологический портрет. ну, вы же читали какой-то газете «Векус вещания», по-моему, да, там мнение криминалиста. Приезжий, который Да. был. Кирилл, Ну, получилось, что Совпало? совпадает. По Полностью. факту. Вот, Он сам он- употребляет наркотики? нет? Он-то, Да. он за употребление он был привлечен. За сбыт же он был Ну, привлечен. за сбыт, за Особо. употребление у него. Употребление тоже, Мгм. да? А, возможно, употреблял, он был употреблял. тогда, вот когда это самое совершал, возможно, он был Но под это кайфом. мы это не знаем. Он коренной житель Якутска, да? Нет. Не приезжий откуда-то? Приезжий. Приезжий? Ну, Или в тоже говорил, что приезжий? малолетнем возрасте приехал. Откуда? Кемеровская область. А в декабре Шепелев, тут уже ни о каком давлении не может идти речи, он давал признательные показания по То есть СОН. второй раз. Второй раз давал показания. Ну это уже Находясь меняет. В декабре дело. какого с года? вашими же, 14 года, Декабре с этими же 14. адвокатами. То Давал признательные показания по убийству Сон, подробно рассказывая нам о том, как он совершал. Признавая убийство Сон, он отрицал насильственные действия сексуального характера в отношении ее. Потом, видя, что мы в следствии не намерены переходить на простое убийство, опять же, на определенной стадии у людей позиция меняется, ну, решил придерживаться такой позиции. Вдруг шанс. Естественно, так всегда Но бывает. вот это уже меняет дело. Если И говорить у нас одному человеку он сильно доверял, сокамернику, которому случайно, ну, в один из дней рассказал об обстоятельствах убийства Сон. Он нами был допрошен в качестве свидетеля. О, ага. И пересказал нам такие обстоятельства фактически, о которых мог знать только Шепелев, ну, лицо, которое совершило какие-то... А у сокамерника тяжелая статья была, обвинение? Нет, не тяжелое. А это, Ну, это все относительно, конечно, но не аналогично. Не аналогично. входило в перечень следственных действий даже опросить сокамерника. О чем вы разговариваете, что он вам рассказывает, да? Ну, нет. И тактики мы не можем разглашать здесь. Я вам как следователь говорю, есть такой человек, он допрошен по делу и нам дал очень важные данные, информацию предоставил. Тогда, если он 2 раза признался в убийстве, зачем он в суде дальше? Что случилось? Почему он решил? В апелляции 28 лет блин, получается. Ну как ваше мнение, почему? Это же могло ему значительно облегчить как-то. Виляет. Оценивает. Мало получить или рискнуть вообще на оправдание идти. Понимаешь? Это только преступник может так Да, уже торговаться. зная, что он уже все. Торговаться. Больше никто не торгуется. С теми же адвокатами. В общем, вы хотите сказать, что вы посадили, ну, обвинили, Да, посажен виновный конечно. человек, что Сомнения. женщины с азиатской внешностью могут спокойно выходить. Да. не не начать выходить. Меры предосторожности применять, конечно. Ну, во всяком случае, одним маньяком, скажем так, в кавычках, стало меньше. Ну, надеемся, он был единственным. Татьяна Анатольевна, Жалко. Практически ваше мнение, что вместо него сидеть должен я. Вот смотри, Невиновного я привлек, результат вот да, этого, не да? имея Манипулирование женщин там журналистами. всех подговорил Все она. должны- Я так не думаю, Вот Владимир он Владимирович. сидел, все манипулировал, В и всем 21 поддались. веке, под страхом того, что сам окажусь за решеткой, если, не дай бог, еще такое совершится преступление, и я должен, по вашему мнению, привлекать заведомо невиновного человека. Вы ошибаетесь. У меня Это вот эти самого женщины. семья, я бы этим не рискнул. То есть- Лучше бы дело лежало бы глухарем и все. А вот Зачем мне? скажите,